Наполовину сожженные, обветшалые и порванные. Вот так выглядят старые провода ВЛ Ачгуара, которые сегодня хранятся на складе Черноморэнерго. Линия Ачгуара идет от Перепадной ГЭС до Ткварчалской ГРЭС. Была построена в 1958 году. Срок ее службы давно истек, ведь ей более 60 лет. Конечно, она нуждалась в ремонте. С 1958 года эти проводники висели на этом участке. Наблюдаем очевидный нагар, обгорелости. Часто менялся температурный режим, провод уходил в перегруз, в тягучесть, тяжение. То есть и свойства, естественно, проводника очень плохие. И очевидно, что необходимо было проводить мероприятия по замене данного проводника. Ремонт высоковольтной линии Ачгуара начался в начале октября 2022 года. За месяц из 32 километров было заменено 24 километра провода. ВЛ Ачгуара обеспечивает электричеством большую часть Абхазии, и поэтому на время ремонтных работ был запрошен переток электроэнергии из России. Однако по техническим, независящим от абхазской стороны причинам он был приостановлен раньше времени, поэтому линию запустили в экстренном режиме. А 8 километров провода так и остались незамененными. Не запланировано. 1 числа, то есть нас предупредили за 2 дня до отключения перетока, что переток прекращается. И срочно нужно было соединять шлейфы, чтобы Ачгуару запустить в работу, то есть поставить под нагрузку. То есть на всем протяжении был заменен провод. И вот эти 2 дня срочно провели работу по соединению шлейфов. И в 0:40 или в 1:40 1 числа Ачгуара была поставлена под напряжение. В результате в республике возникли серьезные проблемы с подачей электроэнергии, ведь ремонт не был окончен. Сами провода нависли практически над домами и орешниками жителей села Бедия. Провода кое-где на некоторых участках провисли, потому что полную нагрузку дали на линию. То есть она еще была не опробована, то есть пришлось опробовать ее в полную нагрузку. И поэтому на некоторых участках провода провисли и произошли касания. Но это касания произошли именно в частных садах, в основном, где был орешник. Опустилась в пределах нормы, можно сказать. Там габариты были соблюдены, в основном 8 метров до земли. Но если орех там 6 метров, он уже может прошить и может отключить эту линию. Так как старой высоковольтной линии более 60 лет, при ремонте возникли сложности. Необходимо было менять еще опоры и грузозащитный трос. Это все заняло немало времени, говорят специалисты. Уложиться в кратчайшие сроки при таких обстоятельствах не представлялось возможным. Но самое важное – повысить пропускную способность ВЛ. Поэтому при замене высоковольтной линии специалисты использовали инновационный провод АСВТ. Его преимущество в том, что он высокотемпературный, с высокой прочностью. Алюминий, сталь высокотемпературный. Этот провод мы применяем при производстве ремонта на ВЛ Ачгуара. То есть этот провод легче старого, который у нас висит на Ачгуаре, подвешен на 300 килограмм. И пропускная способность выше на 300 ампер. То есть у старого провода 690 ампер. Максимальный допустимый ток, а у нового 1000 ампер. И поэтому мы решили его применить. Проведение работ на ВЛ Ачгуара изначально планировалось закончить за 3 месяца. Кроме того, завершить ремонт помешали и погодные условия. Так как на 3 месяца организацию перетока было сложно, поэтому привлекли подрядчиков из Российской Федерации. Поэтому, когда мы начали работать, один участок, на одном участке работы выполняли наши специалисты, а на другом подрядчики из Российской Федерации. Так. И вот этот месяц, октябрь, 12 дней шли дожди. Это тоже нужно учитывать, что не успели провести все эти работы. Так, а вот с подрядчиками планировалось в течение 1,5 месяца. То есть переток должен был быть до 15 ноября, но он прекратился раньше.
Сейчас в республике введены ограничения потребления электроэнергии. Свет отключают по мере нарастания нагрузок. Ремонтные работы на линии Ачгуара не прекращаются. В случае организации перетока из России ремонт на ВЛ Ачгуара завершится за 20 дней. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.